Здравствуйте. Главные события к этому часу расскажут новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. В Татарстан пришла весна, и казанские дороги стали похожи на сито. Дороги отвратительные у нас. Ямочный ремонт практически ничего не делают. Если делают, то через 10-15 дней все опять появляется заново. Топ-5 самых больших столичных ям. В репортаже Алены Струминской. Сегодня в Казань прибыл общественный совет при Министерстве обороны страны. Мы смотрим для того, чтобы доложить руководству Министерства обороны с позиции гражданского общества на те недостатки. О целях визита расскажет Рамиль Галиулян. Развитие газомоторного топлива в республике. В данном направлении Татарстан занимает лидирующие позиции в Российской Федерации. Какие перспективы у СПГ и насколько он выгоднее для татарстанцев, расскажет Иван Сарафанов. Украсив фасад к месяцу Рамазан, можно выиграть путевку в хадж. Это может быть столовые, это может быть рестораны, это может быть даже и заправки. Как в Татарстане готовятся к священному месяцу, расскажет Алия Хайрудинова. С приходом настоящей весны в топе жалоб казанцев оказались дороги. Если быть точнее, ямы, которые превратили некоторые улицы в сито. Чиновники со дня на день обещают начать ремонт, а казанцы тем временем составляют свой рейтинг опасных дорог. И вот как выглядит топ-5 самых больших столичных ям. В нашем телеграм-канале мы спросили, где они располагаются. И вот что из этого получилось. Абсолютный лидер – дорога к поселку Новые Салмачи. Здесь, как говорится, без комментариев. Жалуются и на ямы на Мамадышском тракте, на Ленинградской, Космонавтов и мосту Миллениум. Алена Струминская расскажет, выдержала ли наша машина и побывала в тех самых Новых Салмачах. Вот раз, получается, вот смотрите. И ту сторону можете посмотреть на камере. Ислам Давлетшин – один из десятка водителей, который в эти дни пострадал от огромных ям на дорогах. Машину он повредил на Ленинградской. Проколол сразу 2 колеса. Решать проблему мужчина начал прямо на месте. Сейчас эвакуатор буду вызывать. Это 3000 рублей и плюс еще вот эти колеса делать. Ну, грубо говоря, 5000-6000 обойдется. Вот яма, в которую попал Ислам Давлетшин, около 3 метров в длину. Причем объехать ее большая проблема. Движение тут двустороннее. Ямы по всей дороге. Подобная ситуация накануне вечером была и на соседней Копылово. Как говорят жители, не пройти, не проехать. Эти ямы заделали минувшей ночью. Вчера начался аварийно-ямочный ремонт по улице Копылова. Под путепроводом ремонт выполнен. Работы по улице Ленинградской будут проведены в ближайшее время. Это улица Космонавтов. В Советском районе ситуация аналогичная. Посреди дороги огромная яма. Дорожники виноваты в этом. Можно было бы уделить ту же сумму, которую им первый раз выделили, всю сумму, и поставить нормальную дорогу. И так по всему городу жалуются казанцы. Везде хватает. Особо участков нет, везде хватает их. Что в центре, что здесь, без разницы. Езжу по Мамадышскому тракту, там получается довольно-таки скоростной участок, и люди, которые съезжают именно с проспекта Победы в сторону на выезд из города, там большая яма, и уже неоднократно случаи были, когда и колеса ломали. Мы спросили у интернет-аудитории ТНВ, где самые большие ямы в городе. Проблемы отмечают на Мамадышском тракте, мосту Миллениум, Горьковском шоссе. Есть и абсолютные лидеры по комментариям и по масштабам бедствия. Счастливым для водителей этот путь точно не назовешь. Это дорога в поселке Новые Салмачи. Большинство опрошенных в социальных сетях самым проблемным называют именно этот участок. Неудивительно, дорога похожа на шахматную доску, где черные клетки – это ямы, в которые неизбежно попадает каждый водитель. Дороги очень плохие, приходится длительное время утром в пробках стоять. Например, с ребенком каждый день мы, чтобы доехать до садика, грубо говоря, недалеко от поселка, мы стоим в пробках из-за этих дорог по час-полтора. У нас здесь в поселке есть автосервис, поэтому постоянные клиенты там. В администрации Приволжского района, к которому относится дорога, ответили: об этой проблеме давно знают, но решить в ближайшее время ее не получится. Участок не входит в план ремонта. На этот год программа капитального ремонта дорог уже сформирована, так что мы будем рассматривать возможность капитального ремонта этой улицы на последующие года.
О ямочном ремонте накануне говорили в мэрии. Там заявили, уже начали заделывать ямы литым асфальтом. Он как раз предназначен для работы в дождливую погоду. К работе мы планируем приступить уже сегодня на основных улицах, мостах, развязках и путепроводах. Далее эти работы продолжатся на остальных проблемных участках. Ремонтные работы будут продолжаться всю неделю, а пока казанским автомобилистам следует быть аккуратнее, иначе есть риск оказаться в яме. Алена Струминская, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня в Казань прибыла делегация Общественного совета при Министерстве обороны страны. Их ждет насыщенная двухдневная программа. Участники уже посетили Казанское танковое училище и познакомились с особенностями подготовки офицеров. Совет образован больше 10 лет назад. Его миссия – решать острые вопросы российской армии. В его составе известные люди, журналисты, ученые, лидеры общественных организаций. Училище образовалось в 1866 году. Знакомство с училищем начинается с истории. За годы своего существования танковое стало достойной кузницей кадров для вооруженных сил страны. 250 маршалов и генералов, 76 героев Советского Союза, 21 герой России. Имена последних увековечены на аллее героев. Она открылась месяц назад. Даже один у нас герой есть времен Великой Отечественной войны. Выпускник нашей татаро-башкирской школы здесь. Она в свое время по-разному называлась. Генерал Ишмуратов так за период войны трижды представлялся к званию героя. 2 года назад президент подписал. Герой Российской Федерации. Далее учебные классы. Этот назван в честь героя России Дамира Исламова, погибшего в ходе СВО. Вот видите, члены СССР, каждый кабинет имя героя России или Советского Союза. Носит название. Выпускника училища, да, это очень важно. Здесь ребята изучают танки, что называется, изнутри. Лаборатория позволяет узнать технику, не выезжая в поля. И видят, какая у него броня впереди. Да, какая толщина. Все классы оборудованы по последнему слову техники. В этом кабинете на специальных тренажерах будущие танкисты учатся водить многотонные машины. В танковом есть и собственный бассейн, и тренажеры для водолазной подготовки. Все это показывают представителям общественного совета. Они пробудут в Казани 2 дня. Завтра посетят военный комиссариат и Суворовское училище. Как отмечают, их задача – обсудить на местах все, что беспокоит и армию, и общество. Смотрим, как готовят ребят в различных училищах и высших учебных заведениях по стране, по разным специальностям. Это тоже одна из основных задач общественного совета. И подчеркиваю, мы не экскурсию проводим, мы смотрим для того, чтобы доложить руководству Министерства обороны с позиции гражданского общества на те недостатки и трудности, которые еще возникают при учебном процессе и не только учебном процессе. Должна сказать, что я под огромным впечатлением от Татарстана. Я часто очень сюда приезжаю. И вот сегодня была встреча с Советом министров Татарстана. И то, как они профессионально владеют темой социальной работы, как раз в условиях СВО, как они потрясающе много делают для того, чтобы объединить республику, для того, чтобы создать в ней абсолютно все условия для семей, что на самом деле сегодня важно. И отсюда они заботятся о ребятах, которые там за красной ленточкой. Визит в танковое завершился концертом и вручением наград отличникам учебы. Это будущая элита вооруженных сил страны. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Члены Общественного совета при Министерстве обороны России сегодня встретились с руководителями татарстанских СМИ. Председатель совета Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и другие общественники посетили республиканское агентство Татмедиа. Здесь гости осмотрели фотовыставку о жизни Донбасса. Снимки сделал фотограф Татаринформа Михаил Захаров во время поездки в Лисичанск. Члены совета ответили на вопросы журналистов. Журналисты Татарстана – это одна из очень сильных структур среди журналистского вообще нашего сообщества в России. Почему я так думаю? Во-первых, в Татарстане очень мощные средства массовой информации, которые объединены, и в Союз журналистов, есть другие структуры. Но самое главное, что есть понимание того, что вы делаете. Делаете
и печатную продукцию, интернет-продукцию, и свои каналы телевизионные создаете, есть государственные, есть частные. Но самое главное, вы делаете все для того, чтобы была поддержка средств массовой информации. Мне кажется, что на сегодня такая поддержка есть. Сегодня знакомился с тем, как работает руководство республики и общественной организации с семьями мобилизованных, семьями тех, кто на фронте, и добровольцев. Вот. Здесь тоже можно сказать, что, наверное, это, наверное, один из лучших примеров в нашей стране по тому, каково отношение руководства к семьям, к погибшим, к раненым, ко всему, что происходит. И действительно, я думаю, что мы, так же, как и с прессой, будем приводить Татарстан в пример другим регионам страны. 13 новых газозаправочных станций появятся до конца года в республике. В перспективе на голубое топливо переведут все городские автобусы и сельхозтехнику аграриев. Сейчас в Татарстане 44 газовых автозаправочных станций. За 10 лет число автомобилей на газу с 500 выросло до 13 тысяч. Республика – один из лидеров в России по развитию этого направления. Сегодня это тренд на экономию и экологию. Количество газомоторной техники увеличилось почти в 26 раз. За 10 лет в Татарстане в 4 раза стало больше газовых заправок, а реализация голубого топлива увеличилась в 16 раз. Все это результат десятилетней программы по развитию рынка газомоторного топлива в республике. Сейчас Татарстан – один из лидирующих регионов России по развитию сети газозаправочных станций. В республике их 44. Однако загруженность АГКС всего 40%. Специалисты говорят, это связано с небольшим количеством транспорта, работающим на СПГ. Сейчас в Татарстане на газе уже 13 тысяч машин. В этом году планируют переоборудовать еще 2000. Благодаря субсидиям татарстанцы могут перевести свой автомобиль на газ бесплатно. Помимо развития производственной и бытовой инфраструктуры в республике уделяется большое внимание расширению линейки газомоторной техники. На территории республики реализовано производство 4 производителей газомоторной техники. Это КАМАЗ, Араритек Холдинг, МТЗ Татарстан и судостроительная компания «Акбарс». В сентябре на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге татарстанские предприятия представили образцы специальной газомоторной техники. Это экскаваторы, тракторы и передвижной заправщик СПГ. И уже этой весной она выйдет на татарстанские поля. Очень надеюсь, что уже в этом году наши поля будут обрабатываться тракторами в газомоторном исполнении. Голубое топливо почти в 2 раза экономичнее бензина и экологичнее, говорят специалисты. Сейчас газовые заправки расположены практически во всех районах и крупных городах республики. Есть города у нас, это в основном юго-восток Татарстана, где еще предстоит большая работа. Сейчас мы в Лениногорске снизили цену на стеле до цены пропана и будем активно использовать все маркетинговые программы с дополнительными условиями по выгоде для наших граждан, для того, чтобы стимулировать переход на природный газ. В этом году в республике построят еще 6 газозаправочных станций и 7 крио-АЗС для заправки грузовиков с сжиженным метаном. Также газовые заправки откроют на татарстанском участке трассы М-12. Иван Сарафанов, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Портрет татарстанского учителя в цифрах. Усталая женщина далеко за 45. Если ситуация не изменится, следующее поколение татарстанских школьников некому будет учить. Таковы неутешительные выводы интернет-газеты «Реальное время». Об образовательной яме читайте сегодня. С делегацией Гагаузии встретился сегодня Рустам Минниханов. Обсудили укрепление сотрудничества. Это развитие торгово-экономических связей, взаимодействие в сфере АПК, медицине и фармацевтике, IT и других направлениях. Рустам Минниханов отметил важность дальнейшего развития культурных связей. Надеемся, что дружеские взаимоотношения с нашими братьями-гагаузами будут только крепнуть, добавил Раис Республики. Сегодня Рустам Минниханов встретился с главным раввином Казани и Татарстана. Ицхак Горелик сегодня отмечает день рождения, ему исполнилось 49 лет. Раис Татарстана поздравил раввина республики и вручил ему медаль за доблестный труд. Сегодня обсудили вопросы укрепления межнациональных отношений в республике. Рустам Минниханов отметил, Казанская иудейская религиозная община проводит активную социальную работу и занимается воспитанием подрастающего поколения.
Сегодня второй день всероссийского схода предпринимателей татарских сел. Это самая насыщенная программа для 500 участников из регионов России. Делегатам показали успешные хозяйства татарских бизнесменов в Чувашии. В этой республике проживают 29 тысяч татар. Многие из них не просто создают бизнес, а помогают комплексно развивать села. Открывают курсы изучения татарского языка, строят мечети и медресе. Как деловая активность способствует объединению? Репортаж Вероники Гайнудиновой. Чувашская республика 11 лет назад, в первый год проведения схода предпринимателей татарских сел, делегатов знакомили с успешными хозяйствами татарских бизнесменов именно здесь. Маршрут пролегал через 3 крупных села – Такаево, Урмаево и Шыгырдан. Что здесь изменилось за 11 лет, показывают сегодня. Гостей встречают в Комсомольском районе на границе 2 республик. Здесь 8 татарских сел, живут больше 7 тысяч татар. Первое село Такаево. Здесь живут 2000 человек. Работает Тукай Михалясе, общественный совет. Сельчане все вопросы решают вместе. У нас село постоянно растет. За счет чего? За счет наших молодежи, наших детей. Молодежь не уходит. Они находят себе бизнес. Они делают, занимаются полуфабрикатами. Это для нас большой пример для всех татарских сел. Очень хотелось бы вот это принять у себя в регионе, как вот эта слаженная работа администрации, правительства, муфтията, бизнесменов, создано бизнес-сообщество, как имам мечети объяснял. Вот, мы очень сильно зарядились вот этим всем. И я думаю, Аллах берса, дай бог, мы весь этот опыт будем в наших регионах применять. Урмаево – самое большое татарское село в районе. Здесь почти 4000 жителей. Как признаются местные, для них важно сохранять родной язык и традиции. У нас с 1 по 4 класс изучение ведется на татарском языке. Мы все общаемся на татарском языке и дома, и в клубе, и в гостях. Везде общаемся только на татарском языке. Особенно радует то, что в каждой деревне чувствуется вот такая деловая активность. У них свое производство, и оно ведь по масштабам не маленькое. Вот это очень меня обрадовало. Просто восхищение. В Шыгырдане предприниматели из регионов знакомят с местным бизнесом. Делают кованые изделия, банные печи, производят профнастил. Ферит Чабатов в Шыгырдане разводит осетровую рыбу, закупает мальков, выращивает и продает ресторанам. Также занимается растениеводством и обслуживанием сельхозтехники. Если не мы, так мы здесь родились, мы здесь жили наши предки. И дай бог, после нас останутся наши дети, наши внуки. И дай бог будут вспоминать, как работали. Пускай и даже другие работают лучше нас. Как начинали, какие есть сложности и особенности в бизнесе, как находить контакты в смежных областях. Предприниматели делятся опытом. Такой сход помогает не только наладить сотрудничество, но и объединяет татар со всей страны. Бизнесмены из регионов рассказывают, наряду со своим делом ведут и социальные проекты. В прошлом году, благодаря тем контактам, которые мы получили именно на данном форуме, Тюмень приехала к нам в гости, соответственно, таким образом запустили свой бизнес на нашей территории. Поэтому считаю, что вот этот форум, он на самом деле дает большое благо для развития культуры, бизнеса и контактов. Мы очень впечатлены. Мы сами занимаемся услугами. У нас сельхозтехника. А вот этого, такой, что рыбоводством мы очень довольны. Может быть, в дальнейшем, в завтрашний день, может, покажем, может, будем заниматься. Будем стараться налаживать связи, контакты, обмен опытом, у них консультироваться, все, чтобы у нас что-то процветало. Очень важно вот в этой части образ жизни этих предпринимателей. Это те люди, которые именно себя посвящают не только предпринимательской деятельности, а вкладывают существенно, вносят вклад в развитие и сохранение национальной идентичности татарского народа в этих территориях. Это и комплексное развитие этих сел, это и мечети, социальная инфраструктура, это именно воспитание молодого поколения. И говорят только на татарском языке, на родном языке своем. На бизнесе сейчас и большая социальная ответственность. Они сегодня активно помогают ребятам в зоне СВО, отметил глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. В сегодняшних условиях это особо важно, когда недруги нашей страны пытаются расколоть общество по национальному, по религиозному и по другим разным критериям. Бизнес
понимая свою ответственность, социальную ответственность, оказывают большую помощь нашим ребятам, которые на передовой. Завтра заключительный день схода. Предприниматели татарских сел на пленарном заседании в Казани обсудят проблемы и задачи, которые стоят перед ними сейчас. Встреча пройдет с участием Рустама Миниханова. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиаддинов, ТНВ, Чувашия. С российским летчиком-героем России Дамиром Юсуповым встретился сегодня Рустам Миниханов. Он высоко оценил отвагу и слаженные действия пилотов, которые позволили спасти жизни сотни пассажиров. Дамир Юсупов прибыл в Казань на специальный показ фильма «На солнце вдоль рядов кукурузы», в основу которого легла его история. В августе 2019 года летчик-герой спас более 200 пассажиров, экстренно посадив самолет на кукурузном поле. И в эти минуты в Казани идет премьерный показ художественного фильма о Дамире Юсупове «На солнце вдоль рядов кукурузы». Кинокартина рассказывает о подвиге командира самолета. В августе 2019 года он посадил пассажирский самолет с неработающим двигателем на поле кукурузы. За спасение 233 человек Дамиру Юсупову присвоили звание Героя России. А посадка вошла в историю как чудо на кукурузе. Сам герой об экстренной посадке отзывается скромно. Говорит, выполнял свой долг, спасал пассажиров, экипаж и самолет. Главную роль в фильме исполнил Егор Бероев. Многие зрители отмечали сходство актера с реальным персонажем. Эта история не только про меня, каждый ее примеряет на себя. И мне приятно, что в этом фильме сохранена моя история. Я горжусь тем, что я татарин, что я вместе с народом, без берге, без бердем-электе. Это наше лицо. Посмотрите, это улыбка, это доброта, это образ татарского народа. Он профессионал, он герой. Он настоящий мусульманин, он настоящий татарин. Он знал, что у него за спиной пассажиры, дети, которые должны долететь, должен довести дело до конца. Его жизнь, видимо, выбрал для того, чтобы стать его героем. У него все поступки такие. Мы очень горды, что у нас есть в Сызрани такие вот люди. Более того, что наш он татарин, он на самом деле наш татарин. Реализацию текущих проектов и развитие сотрудничества обсудил Рустам Миниханов с директором группы компании «Дорхан» Александром Ханиным. Предприятие занимается поставкой компонентов для социальных, промышленных и частных объектов и производством модульных зданий. Сегодня в республике работают два подразделения предприятия. В Песчаных Ковалях завод открылся в 2012 году, в Столбищах 2 года назад. Сегодня Академия наук Республики презентовала первые 2 тома нового издания «История татарской литературы». До этого был 8-томник. В них богатый материал о классиках татарской литературы и их произведениях, проанализированы особенности национального творчества и дана оценка искусству слова. Решение о переиздании было принято после появления изменений и дополнений. В первом томе «Истории татарской литературы» рассказывается о произведениях поэтов и писателей 15 века. Во втором – «История татарской литературы 18 века». Общий тираж первых 2 томов по 2000 экземпляров. В этом году готовятся к печати 3 и 4 тома. Появились много находок, материалов и художественного плана, и научного плана, и концепции другие. Времена сейчас, особенно и в культуре, и так далее, истории, быстро меняется. Уже спустя года надо уточнять, надо еще вот акцентировать этот момент. И так далее вопросов появилось очень много. За самый красивый фасад, украшенный к Рамазану, можно будет выиграть путевку в хадж. Духовное управление мусульман республики запустило первый конкурс, в котором смогут участвовать рестораны, кафе, столовые, магазины и заправки. 22 марта начнется священный месяц Рамазан. 23-го – первый день самого строгого поста. Мусульмане всего мира будут держать его в течение 29 дней. Как готовятся к уразе кафе и рестораны, будет ли в этом году республиканский ифтар и для чего в республике ищут лучший мужской голос, расскажет Алия Хайрудинова. До месяца Рамазана остается 9 дней. Многие называют его месяцем благих дел. В ресторанах меняют меню, в мечетях готовятся к ифтарам, а женщины примеряют свои наряды. Наряды пригодятся точно. Рамазан – время ифтаров в кругу родных и близких. В эти дни особое меню готовят и рестораны.
Все вторые блюда у нас с ифтарским меню будут готовиться у нас в дровяной печи. Конина на кости, запеченный барашек, томленая телятина. В Рамазан дровяная печь в этом ресторане будет работать круглосуточно. Ахат Давлатов, шеф-повар, говорит, каждый год к священному месяцу меню пополняется новыми блюдами. В этом к чаю будут подавать щербет собственного производства. Если до этого мы делали какие-то там тяжеловатые супы, ну, чтобы люди наедались, в этом году мы решили сделать такие легкие супы. И само собой, это на столе это ягоды, это овощи, это финики, вода. Будут здесь и бесплатные ифтары для постящихся и нуждающихся. Все-таки в марте в шатре холодно, поэтому сейчас мы решаем этот вопрос. Когда мы проводим здесь ифтары, прийти может любой желающий. Мы всех кормим. В любом случае, если даже кому-то места не хватает, у нас есть ланчбоксы, которые можно забрать с собой. Мы начали компоновать продуктовые наборы. Здесь самое необходимое. Здесь крупы, мука, макароны, подсолнечное масло, тушенка. В благотворительном фонде «Закят» начали готовить продуктовые наборы нуждающимся. Каждый по 7 килограммов. Их получит 500 семей. 2 миллиона рублей фонд в месяц Рамазан направит на лечение 20 детей и 20 пожилых. Есть большая очередь из нуждающихся. Каждый житель Татарстана может нам рассказать об истории нуждающегося человека, которого он непосредственно сам лично знает. Решением комиссии выберем несколько самых душещипательных, трогательных историй и соберемся и поможем этому человеку. Изюминка этого Рамазана организаторы называют первый в республике конкурс по украшению фасадов зданий. Главное, чтобы была эстетика, смысл, а сами атрибуты висели весь месяц. Это может быть столовые, это может быть рестораны, это может быть даже и заправки. Обязательно будем оценивать. Мы уже создали экспертный совет, и Камиль Хазрят нам обещал путевку в хадж. Главное событие – республиканский ифтар в этом году пройдет в 11-й раз. В Казани Экспо планируют собрать 11 тысяч человек. Транспорты, подъехать, там участвовать, все будет предусмотрено. Пока все идет, смотрится предварительное время. 14-15 апреля. А еще в Казани выберут лучших татарских исполнителей азана. Голоса победителей зазвучат с минаретов в мечети республики. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Это были все новости к этому часу. Сейчас с прогнозом погоды на завтра вас познакомит моя коллега Диана Асгар. Передаю ей слово. До встречи. Хорошую аптеку я могу угадать с 3 нот. Большой ассортимент, теплое отношение к покупателям, постоянные акции и низкие цены. Орбидол Максимум 10 капсул всего 425 рублей. Фармленд, что надо. Мы просто даем все, что нужно. Только в марте премиальный автомобиль Exit с преимуществом до 1 миллиона рублей. Подробности в Exit-центре РРТ на Чуйкова 54Б. Звоните 207 2080. Exit. Born for more. Здравствуйте! Сугробы в республике заметно просели. Лужи растекаются широкими ручьями. Антициклон принес нетипичное для этого времени тепло. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево среда обещает быть ясной. Осадки не ожидаются. Температура значительно повысится. Ночью до 5 тепла, а днем до 3 градусов со знаком минус. Малооблачно будет в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. В ночные часы ожидается около 2 градусов со знаком минус. Днем же столбики термометров поднимутся до отметки 6 градусов выше нуля. Аналогичная картина будет наблюдаться в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. До -3 и с небольшими осадками ночью и до 7 тепла днем. В Арске, Кукмаре, Балтайси осадки маловероятны, а повышение температуры вполне ожидаемо. Ночью до 1 тепла, а днем до 7 градусов выше нуля. В Болгаре, Дорожном, Буинске в ночные часы ожидается до 2 градусов тепла, днем до 8, без осадков, но ветрено. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше небольшая облачность, без осадков. Ночью до -3, а днем значение на термометрах повысится до 7 градусов выше нуля. В четверг существенных изменений в погоде не прогнозируется.
Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. В Казани ожидается малооблачная погода, без осадков. В ночные часы потеплеет до +3, а днем температура повысится до 8 градусов тепла. Ветер северного направления порывистый, к вечеру стихнет. Атмосферное давление немного выше нормы – 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха около 62%. В магнитном поле Земли без заметных изменений. Синоптики не спешат делать долгосрочных прогнозов, ведь март непредсказуем. Суровые морозы уже не вернутся, а вот слабое похолодание еще вполне возможно. Но если прислушаться, птицы вовсю поют весенние песни, а природу не обманешь. С вами была Диана Асгар. До скорых встреч!